Ассаламу алейкум. Приветствую зрителей программы «Неделя». Мы расскажем о самых важных событиях за минувшие 7 дней. Завершается строительство еще одного участка дороги федеральной трассы Р-217 «Кавказ». На объекте с инспекцией побывал глава республики. В Грозном прошел 15-й фестиваль культуры и спорта народов Юга России. Церемонию открытия посетил Рамзан Хаджи Кадыров. Символ несгибаемой воли, мужества и чести. О личности первого имама Кавказа шейха Мансура говорили на международной конференции, которая прошла в чеченской столице. Именно шейху Мансуру по существу принадлежит первая попытка в новой истории Кавказа объединения ее разрозненных народов. В Рошничу завершилось строительство мечети на 2500 человек. Святыня будет носить имя известного политика и мецената, ныне покойного выходца села Вахи Агаева. Глава Чеченской Республики вместе с семьей по приглашению друзей побывал в Турции. Поездка выдалась насыщенной. Встретил Рамзана Хаджи Кадырова в аэропорту продюсер популярного сериала «Основание Осман». Руководителю региона оказали высокий уровень приема. Для главы Чеченской Республики провели экскурсию по самым значимым историческим местам. Одним из них оказался дворцовый парковый комплекс, главная резиденция правителей Османского халифата. Рамзан Хаджи Кадыров также смог более подробно изучить священные реликвии, связанные с посланником Всевышнего, да благословит его Аллах и приветствует. Это одежда. Завершается строительство еще одного участка автодороги Р-217 «Кавказ» в обход Гудермеса. Он соединит село Иласхан-Юрт с Ахмат-Юртом. В среду ход работ проинспектировал Рамзан Хаджи Кадыров. Протяженность этого отрезка пути составила около 9 километров. По всему маршруту возведены дополнительные объекты – путепроводы, эстакада, транспортные развязки и новый мост между Бачи-Юртом и городом Ойсхар. Увиденным глава региона остался доволен. До конца обход 8,5 километров есть тогда, до 1 декабря едешь, до конца полностью. От 1, 2, 3, 4 развязки. От развязка Новогрозный большой обход, развязка очень реально. Да, они в ближайшее время, может, приедем. Декабря, до конца обход, 6 гелган. Новогрозный чугуч, большой похабуч, хомик получил, развязка полностью до конца реально. В Грозном прошел 15-й фестиваль культуры и спорта народов Юга России. Торжественная церемония открытия прошла во дворце волейбола имени Увайса Ахтаева. Туда прибыл и глава республики, который поприветствовал гостей и участников соревнований, которые прибыли из 16 регионов страны. Все подробности у Хавы Ахмадовой. 15-й фестиваль культуры и спорта народов Юга России начался с красочных выступлений лучших творческих коллективов республики. Они представили яркую программу, повествующую о различных исторических периодах жизни чеченского народа. Принять участие в фестивале приехали делегации из 16 регионов России, в составе которых национальные коллективы Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. С приветственной речью выступил министр по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров. Он подчеркнул, что под чутким руководством главы региона республика достигла значительных успехов, благодаря которым стала центром притяжения. Наш национальный лидер, первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмат Хаджи Кадыров всегда верил в то, что Чеченская Республика станет центром масштабных событий, собирающих народы и культуры. И сегодня под руководством главы региона, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, мы достигли значительных успехов, благодаря которым Чеченская Республика стала тем самым центром притяжения. Друзья, давайте вместе создадим атмосферу единства и взаимного понимания, вдохновляя друг друга на новые свершения в спорте и культуре.
Пусть этот фестиваль станет не только площадкой для соревнования, но и символом нашей общей мечты о мире, дружбе и сотрудничестве. Далде Абек Тивель Ахмад Сила Аллаху Акбар. Почетный гость мероприятия Рамзан Хаджи Кадыров поздравил присутствующих с открытием фестиваля. Это большой праздник, который позволяет нам познакомиться с культурой наших народов и узнать друг друга ближе, отметил он. Спорт всегда объединяет народы, помогает достигать согласия и мира. Чеченская республика уже 6-й раз принимает спортивные и культурные коллективы из разных субъектов Юга России. В этом году их 16. Отдельно хочу поприветствовать спортсменов, которые участвуют в наших соревнованиях впервые. Это представители Запорожской области. Желаю каждой команде несгибаемой воли к победе, высоких результатов, удачи и успехов. Добро пожаловать в Чеченскую республику. Ахмад Сила Аллаху Акбар. В завершении мероприятия глава республики присвоил почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Чеченской республики» первому заместителю министра по физической культуре и спорту региона Умару Даудову, а также вручил благодарственные письма сотрудникам министерства. Финальным аккордом стало символичное зажжение огня фестиваля. Почетное право нести факел предоставили профессиональному чеченскому боксеру, заслуженному мастеру спорта России Имаму Хатаеву. На фестивале собралось более 1000 участников из разных регионов России, а команда из Запорожской области впервые принимает участие в нем. Впечатление не передать словами. Город очень прекрасный, мы первый раз тут все. Великолепные места, организация на высшем уровне, очень красиво и очень хорошие соперники. Рад видеть всех 18 регионов, которые принимали участие. Очень большая конкуренция, но мы стараемся представлять новые регионы. Также в рамках мероприятия открылись интерактивные выставки ярмарки «Национальные подворья народов Юга России». Здесь гости и участники фестиваля познакомились с традициями и культурой этносов, населяющих южные регионы России. А на 6 площадках Грозного прошли спортивные состязания по 10 видам спорта. Команда Кай Гитар Пачайна Дайресалалу Рамзан Ахматович Тонимани Ярна Тончонимани Ецуа Тяргуе Бери Уйшук Шадик Халахлити. Команда на 100% уверена ее в финале على اللي كمان في финале عدم وفي حياة قريبة 100% уверена двое. В 2021 в Крыме мы встретились с командой Чечни, также зарубились 1-1, и в тот день была удача на их стороне, они выиграли у нас 2-1. Можно сказать, это сегодня реванш. С удовольствием разделим с братьями-чеченцами дорожку и покажем, кто сильнее. В течение 2 дней делегации из 17 субъектов страны достойно представили свои регионы. По итогам спортивных соревнований общекомандное 1-е место взяла сборная Чеченской республики. 2-е место заняла Ростовская область, а 3-я позиция за Краснодарским краем. Ахмад Кадыров вместе с первым заместителем министра России по делам Северного Кавказа Одессом Байсултановым наградили победителей и призеров. Победители 15-го фестиваля культуры и спорта народов Юга России, команду Чеченской республики. Новых побед, новых рекордов из самых высоких горизонтов. Фото на память для истории. Уважаю искренние слова поздравления победителям и призерам соревнований. Ваши успехи – это заслуженная награда за долгие месяцы подготовки. Ваши достижения – это гордость не только для вашего региона, но и для всей страны. Завершая свое выступление, хочу отметить, что фестиваль – это не просто спортивное культурное событие. Это важная платформа для развития межнационального диалога и укрепления дружеских связей. Кубок и диплом победителей капитан сборной Чеченской республики вручил Ахмату Кадырову.
Также в ходе торжественной церемонии закрытия фестиваля Ахмат Кадыров передал специальный приз – сертификат на 1 миллион рублей президенту Федерации велосипедного спорта России Вячеславу Якимову на приобретение инвентаря и оборудования для Федерации велоспорта Донецкой Народной Республики. Фестиваль стал не только ярким праздником, но и важным шагом к укреплению межрегиональных связей, обмену опытом и сохранению культурного наследия, отмечают участники. Хава Ахматова, Хава Айдамирова, Имам Юсупов, Аслан Мисхаев. Неделя. В военном учебном центре ЧГУ началась подготовка по военно-учетной специальности управления мотострелковыми подразделениями офицеров запаса. Торжественное открытие курса прошло с участием почетных гостей, в числе которых руководители силового блока. Репортаж Хавы Айдамировой. В торжественной обстановке под звуки гимна в России и Чеченской Республике открывается церемония, посвященная первому набору обучения офицерского состава. По этому случаю прибыли почетные гости, в числе которых вице-премьер по силовому блоку Абузейд Висмурадов, начальник регионального управления Росгвардии Шарип Делимханов, секретарь Совета безопасности Хамзат Кадыров и другие руководители силовых ведомств. С приветственным словом перед собравшимися выступил ректор Чеченского государственного университета имени Ахмата Хаджи Кадырова Заурбек Саидов. На сегодняшний день наш центр имеет одну из лучших инфраструктур. Он оснащен по самым современным стандартам. Здесь есть все необходимое для подготовки будущих офицеров, от мультимедийно-стрелкового тренажера до 3D-модели тактического действия. Мы гордимся тем, что наши студенты имеют возможность обучаться в таких современных условиях. Таким образом, Чеченский государственный университет имени Ахмада Абдулхамидовича Кадырова вступил в ряды вузов нашей страны, где организованы военные учебные центры нового формата. Хамзат Кадыров зачитал приветственный адрес главы региона Рамзана Хаджи Кадырова. Военный учебный центр на базе ЧГУ за короткий срок добился хорошего успеха. Уже в следующем году состоится первый выпуск 36 сержантов. Меньше чем за 2 года военный учебный центр получил право готовить специалистов, которые присвоят воинские звания офицеров. Также важное для нашей республики решение приняло Министерство обороны Российской Федерации, учитывая нашу материальную и техническую базу и желание абитуриентов. В этом году у нас первый набор по программе офицеров запаса, 66 студентов. Они получат одну из самых востребованных военно-учетных специальностей. У нас большие планы по развитию военного учебного центра, в том числе и открытие учебного полигона в Грозном. После гости осмотрели условия военного учебного центра и ознакомились с учебным процессом. Где-то, возможно, с ним провели реконструкцию. Это что? Вышел человек, там, командир определил ориентиры, какие-то основные позиции, и он на карте это видел. А боевые действия как ведутся, как будет артиллерия работать, через какое время, как будет вертушки. Сейчас на данный момент, прошу, выдвинулась пехота противника, спешилась, будет переходить мост. Эта задача уже на карте была поставлена. Здесь будут готовить рядовых и офицеров по программам военной подготовки. Успешное обучение в центре гарантирует получение военного билета с военно-учетной специальностью, освобождая от службы по призыву. Наш военный учебный центр проводит по 2 программам подготовку по военно-учетной специальности управления подразделениями мотострелковыми. Это офицеры запаса, они проходят обучение 3 года. Также у нас проходят сержанты запаса. Соответственно, после результатов по истечении 2-3 лет, у кого как, они проходят учебный сбор, так называемый. В войсках это КМБ, курс молодого бойца проходит. После этого сдают итоговый экзамен, им присваиваются воинские звания в соответствии с направленностью. Сержанты запас получают младший сержант, офицеры, они получают звание лейтенанта, воинское. Воинское звание, хочу заметить, оно котируется во всех абсолютно структурах. То есть, придя лейтенантом в любую структуру, например, МЧС, Росгвардия или где, он остается при своем звании. Военный центр в ЧГУ предоставляет студентам уникальную возможность получить военную специальность, не прерывая обучение по гражданской профессии. Центр оснащен современными лабораториями, тирами и тренажерами. Хава Айдамирова, Юсуп Жиев, Ибрагим Батаев. Неделя.
В минувший четверг во Дворце торжеств имени Дагуна Амаева прошла церемония награждения победителей 12-го Всероссийского радиофестиваля «Голос Кавказа». Он прошел в 3 номинациях – информационная программа, тематическая программа и утренние шоу. В конкурсе приняли участие более 500 радиожурналистов из разных регионов страны. Событие не осталось без внимания Рамзана Хаджи Кадырова, который лично посетил мероприятие. Он выразил уверенность, что подобного рода собрания играют важную роль в налаживании дружеских связей между народами разной национальности и религии. Я рад приветствовать гостей и участников Всероссийского фестиваля «Голос Кавказа» памяти первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. 12 лет назад я дал поручение правительству разработать меры, чтобы донести исконную, красивую чеченскую культуру и традиции за пределы нашего региона. Так родился «Голос Кавказа» – радиофестиваль, который сначала объединил Кавказ, а сегодня объединяет всю Россию. Около 500 заявок поступило со всех уголков России. Это значит, что цели фестиваля сегодня актуальны и важны. Наша с вами общая задача рассказать слушателям нашей страны как можно больше друг о друге, о народах, о том, какие разные у нас традиции, но в то же время красивые и интересные. Как сказал дорогой отец Ахмат Хаджи, без культуры нет нации. И действительно, только культурный человек может быть полезным обществу и стране. Я желаю всем участникам форума творческих успехов и благодарных радиослушателей. Спасибо. За выдающийся вклад в развитие журналистики глава региона присвоил высшую награду Чеченской Республики орден Кадырова директору информационного агентства «Грозный информ» Артуру Гичкаеву. Также за многолетний труд и профессионализм звание «Заслуженный журналист Чеченской Республики» получила ведущая программы первой категории телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Седа Хасанова. Указом главы Чеченской Республики за заслуги перед Чеченской Республикой, объективное освещение общественно-политических событий в Чеченской Республике, безупречную добросовестную работу награждаются орденом Кадырова Гичкаев Артур Андеевич, директор государственного автономного учреждения информационное агентство «Грозный информ». Хасановой Седе Магомедовне, ведущему программы первой категории службы радиовещания телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова. Шейх Мансур – первый имам Кавказа. Религиозная и военно-политическая деятельность. Международная научная конференция под таким названием прошла в Грозном. В дискуссиях приняли участие эксперты из различных регионов страны и зарубежья. Многогранная личность выдающегося лидера кавказских народов конца XVIII века нашла отражение в докладах научных деятелей, которые задокументировали факт признания Ушурмы первым имамом Кавказа в итоговой резолюции. Слово Халимат Шахидовой. Ученые, исследователи и писатели из разных регионов России и стран мира собрались в Грозном, чтобы развеять безосновательные предположения о том, что шейх Мансур не является первым имамом Кавказа. Конференция начинается с приветственного слова главы региона, который зачитал заместитель руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики Салман Гадуев. От имени чеченского народа я рад приветствовать вас на гостеприимной чеченской земле, столице Чеченской Республики, городе воинской славы Грозном. Выдающаяся личность первого имама мусульман Кавказа, шейха Мансура и народно-освободительное движение 1785-1791 годов, которым он руководил, представляет собой феноменальное явление в истории. Именно шейху Мансуру по существу принадлежит первая попытка в новой истории Кавказа объединения ее разрозненных народов под общенациональными и религиозными лозунгами на основе исламской доктрины. Участников конференции по видеосвязи поприветствовал президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа. В национальной истории Лохчи есть выдающиеся деятели национально-освободительной борьбы, как, например, в новейшей истории Ахмат Кадыров и шейх Мансур является одним из таковых. Шейх Мансур обладал глубоким стратегическим мышлением. Он не только предвосхитил основные идеи национально-освободительной борьбы, но и на практике реализовал тот ограниченный отрезок времени, который был отведен ему судьбой, стратегию и тактику вооруженного противостояния внешней угрозе.
О значимости конференции в нынешнее время, когда недоброжелатели активно стремятся переписать историю, рассказал помощник главы региона, министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Изучение различных аспектов истории сегодня отвечает многим вызовам, которые стоят перед всеми нашими народами, перед всеми нами. И вот в данном направлении хочу поблагодарить вас за вашу деятельность, плодотворную, эффективную деятельность по возрождению, популяризации различных исторических героев, вообще по популяризации истории. Это отвечает различным угрозам, которые сегодня имеют место быть. Мы видим различные агрессивные попытки переписывать, реконструировать историю. Мы видим такие провокации, такие попытки со стороны различных политтехнологов из западноевропейской части мира. И в том числе мы видим такие попытки, которые предпринимаются в адрес нашего первого имама, шейха Мансура. Президент Академии наук Чеченской Республики Джамбулат Умаров выступил перед участниками конференции с докладом «Имам Мансур и политические элиты Северного Кавказа. Альянс или противостояние». Само имя шейха Мансура, сумевшего повести за собой народы Кавказа, еще задолго до имама Шамиля то врывается на страницы литературы и возносится, то замалчивается вовсе, то вызывает споры и интерес исследователей. Начавшаяся в 20-е годы прошлого столетия научная разработка истории Чечни в вопросе о характере движения шейха Мансура закрепила за ним характеристику религиозно обусловленной борьбы против колониальной империи, которая была поддержана большинством народов Северного Кавказа. Первый имам Кавказа, шейх Мансур, был выдающейся личностью не только в истории чеченского народа, но и представителей других северокавказских этносов. Подтверждает это письмо правителя Аварского ханства Уммахана VI, адресованного Ушурме. Ученые провели большую работу, чтобы определить подлинность документа. Очень большие силы были направлены на то, чтобы доказать его подлинность. Вывод. На основании проведенных исследований установлено, что документ написан на бумаге, выполненной из льняного сырья. Текст письма написан сажевыми чернилами, а подпись красными чернилами, состав которых типичен для древних рукописных документов. Полученные данные не противоречат указанной дате написания письма 1785 год, что соответствует 1199 году хиджры. Реальность и миф в изучении личности имама Мансура к формированию новой научной проблемы. С таким докладом выступил главный научный сотрудник Академии наук Чеченской Республики, доктор исторических наук, профессор Явуз Ахмадов. Но мы не имеем еще представления хорошего, полного, развернутого о том, как он пришел к этой программе, к этим духовным воззрениям, которые он проповедовал. Кто были его учителями, кто были его духовными, так сказать, сподвижниками и так далее, и так далее. Там масса вопросов, да, очень большая масса вопросов. Потому что фигура большая, крупная, масштабная фигура. Вот. А уровень понимания мы еще отстаем. Это долг ученых, как говорится, который мы должны восполнять. Конференция таких масштабов в очередной раз доказала значимость личности шейха Мансура и величие его наследия. Джамбулат Умаров выражает слова благодарности в адрес главы региона за постоянную помощь историческому обществу республики. Благодаря любви Рамзана Ахматовича к собственному народу и к собственной истории, соответственно, мы и имеем возможность проводить такого рода и на таком уровне конференции. Поэтому, пользуясь случаем, я хочу моему дорогому брату, главе Чеченской Республики, герою Руси Рамзану Ахматовичу Кадырову, выразить глубочайшую благодарность от имени всего интеллектуального сообщества, от всех наших ученых и исследователей за ту громадную, гигантскую поддержку, которую он оказывает и нашей академии, и нашему профессорско-преподавательскому составу, нашим аспирантам и студентам. Шейх Мансур смог объединить воедино народы Кавказа и стал настоящим символом борьбы за справедливость. Для многих поколений кавказцев он пример доблести, мужества и богобоязненности, поэтому его личность привлекает внимание множества ученых. Халимат Шахидова, Аслан Висхаев, «Неделя».
В Бангладеше женщинам на военной службе разрешили ношение хиджаба, а в Германии арестовали 10-летнего мальчика за то, что он прогулялся с флагом Палестины. Об этих и других новостях в нашей рубрике «Умма». В Бангладеше женщинам военнослужащим разрешили носить хиджаб в униформе. Теперь женщинам, офицерам, солдатам и медицинскому персоналу разрешено носить мусульманскую одежду, сочетающуюся с униформой. Это решение встретило широкую поддержку среди населения. Таким образом, власти надеются стимулировать женщин присоединиться к вооруженным силам Бангладеш. В Сирии введен круглосуточный режим работы для помощи прибывшим из Ливана. Приграничные больницы готовы принять раненых граждан. Направлены машины скорой помощи для эвакуации пострадавших. Число беженцев из Ливана уже превысило 5000 человек. Израильские удары привели к смерти более 550 человек. Свыше 1800 ранены. Президент Турции Эрдоган встретился с президентом Ирана и эмиром Катара в Нью-Йорке и обсудил создание коалиции против Израиля. Эрдоган призвал международное сообщество поддержать мир и противостоять израильской агрессии на палестинских и ливанских территориях. Лидеры стран также обсудили двусторонние отношения и возможность объединения усилий исламского мира против Израиля. Помимо этого, речь зашла об урегулировании других региональных и мировых кризисов. В Германии арестовали 10-летнего мальчика за несение палестинского флага, что вызвало негодование в соцсетях. На видеоролике полицейские гоняются за мальчиком и затаскивают его в машину, вызывая возмущение очевидцев. Инцидент произошел на пропалестинском митинге в Берлине, где задержания стали нормой в Германии. Пользователи сети назвали действия полиции возмутительными, а один из них саркастически предположил, что мальчик пытался свергнуть правительство с помощью флага. На этом у меня все. Следите за актуальными новостями в нашем телеграм-канале. В селе Рошничу Русмартановского района открылась новая мечеть. Она рассчитана на 2500 человек. Святыню назвали в честь покойного выходца этого села Вахи Агаева, бывшего депутата Госдумы. Помимо политической карьеры, он был известен как меценат. В память о нем также прошли религиозные обряды, в которых принял участие председатель Совета алимов СКФО Хожа Ахмед Хаджи Кадыров. Подробнее в сюжете Халимат Шахидовой. Открытие новой мечети в селе Рошничу проходит в торжественной обстановке. По этому случаю здесь собрались руководители района, богословы и старейшины села. В своем выступлении председатель Совета алимов Северокавказского федерального округа Хож Ахмед Хаджи Кадыров рассказал о временах, когда во всем регионе была лишь одна мечеть. دح عروينا ماجدك ديال بقوية اللتا ماجدك ويدا دولش صنا يرتا صنا كوشتا صنا غالا دولش زامن شوح جمش آتلا ماجدك صدي اللي دح ديالها دولش دقي دير لقلرنا دولش يخلط ويتسير. Богоугодное дело верующие начали чтение дуа, а после разрезали красную ленту. Войдя в святыню, гости совершили суннат намаз, который читается при входе в мечеть, а затем прочитали мавлид. Мечеть рассчитана почти на 2500 верующих, а построена в восточном стиле. Назвали святыню в честь Вахи Агаева, ныне покойного выходца села Рошничу, который в свое время был депутатом Госдумы. Будучи глубоко верующим человеком, он много помогал Урусмартановскому району, и эта мечеть, которую достроили его сыновья, еще одна важная страница доброй памяти. يوازدين ساتفين ديكتور شغلقش تو ناغندش شغلقش تو ديل داليلش الخمش تو ديلش ماجكش نيقش غاز تو امبوش اتبوش ناغندا مالك تو حتى что саклиш и делеге хум хахештер кой. Ваху Агаева запомнили как благородного человека, который был большим патриотом своей страны и выдающимся представителем чеченского народа. Он очень хороший человек, очень хороший друг. И самое главное, я вижу, что он очень большой патриот своей страны. И не только страны, и села тоже. Ваху люблю не только я, люблю его близкие, его друзья. Его любят, уважают не только в России, а во всем мире.
Вот мы с ним ездили во многих, как сказать, странах. К Вахе относятся с большим уважением и его ценят. В честь открытия святыни здесь также провели обряд сага. В Чеченской Республике функционирует 1500 мечетей, а в самом Урус-Мартановском районе идет строительство нескольких святынь. В ближайшее время планируется их открытие. Халима Чахидова, Адам Арсунукаев, Аслан Висхаев. Неделя. Еще одна мечеть распахнула свои двери. На этот раз в селе Чурч-Ирзу Нажаюртовского района. Она рассчитана на 500 человек. В церемонии открытия святыни принял участие советник главы региона муфтий Салах Хаджи Межиев. В своем выступлении он поздравил жителей с радостным событием и выразил благодарность в адрес главы региона за строительство новых религиозных объектов. Mosuhenaha busumne dog has sheshmachiller busumne dog hastush ويمحك مجدك يوش يلمتجي مصني شهر شور يلا مجدك دو ديش يلمتج يا مجدك قط دلمتج يا مجدك تش دلمتج إشت إسن يلمتج شبيلقل يوخش أدي مجدك دعدو لنا Цул ара вайдашхил дол, что маждик что, цул алги адула маждик что, дальше ваймахка ха дашля, таш сабай бхит маждик. Ах в процессе строительства Йорсиматайлчи дабьютша бог болбу. Ах от даболен бош бош хазач балхах, ознурия балхаха, дюхар хагуш дал жаухар харду. Ах дал му'ла айр дал хусум дайюлчах. Все работы профинансировал региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. После торжественного открытия верующие совершили пятничную молитву и прочитали мавлид. На этом у меня все. Увидимся ровно через неделю и до встречи.